И тема, которая прикована внимание всего мирового сообщества. В Китае число заболевших из-за коронавируса превысило 20 тысяч человек. Это данные Госкомитета по здравоохранению. За сутки зафиксировано более 3000 новых случаев. В списке жертв вируса 425 человек. В России тем временем стремительно увеличивается количество заболевших гриппом. По данным Росздравнадзора, эпидпорог превышен в 23 регионах страны. Заболевших могло бы быть больше, но в этом году прививки сделали более половины жителей России. Всем остальным стоит особенно тщательно остерегаться болезни из-за возможных тяжелых осложнений. Благо, новых случаев заболевания коронавирусом у нас в стране пока не зафиксировано. О мерах профилактики и эпидемиологической ситуации в Ингушетии узнала Жирайдат Халухоева. Гигиена рук, здоровый образ жизни, чтобы укрепить иммунитет и, конечно, избегание контакта с заболевшими. Элементарные правила, которые помогут защититься от китайской коронавирусной инфекции. Подробно они расписаны в памятках, которые сотрудники Роспотребнадзора раздают каждому прохожему. Информация о профилактике заболевания Минздрав опубликовал еще неделю назад на официальном сайте. Эта акция также призвана обезопасить людей. С первых дней осложнения ситуации Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия предприняты все необходимые мероприятия, направлены информационные письма в соответствующие госслужбы и организации. Разработан региональный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. И также ежедневно обновляется информация на сайте о состоянии заболеваемости в мире, а также проводится разъяснительная работа с населением о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекции, проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, соблюдение личной и общественной профилактики. Как известно, вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например, при рукопожатии. В случае заражения больной может чувствовать повышенную утомляемость. Появляется тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах. Также коронавирус может вызывать повышенную температуру и озноб. Предупреждают об этом и информационные стенды и видеоролики, транслируемые во всех региональных медучреждениях. Это только профилактические меры, которые, если не пренебрегать ими, могут минимизировать риски заражения. Вместе с тем медики рекомендуют при малейших симптомах обратиться к врачу. Лучше обратиться к специалисту, к врачу, который непосредственно вами занимается. То есть это идет амбулатория, врач амбулатории или поликлиники, он уже будет знать, что делать дальше. То есть, если он видит, что это тяжелое течение, он напишет направление, сразу же сообщит нам, сообщит и в Роспотребнадзор, и в другие инстанции, санэпидемстанцию. Почему? Потому что таких людей надо будет сразу, так сказать, изолировать. Но повода для паники пока нет. В России на сегодняшний день выявлено 2 случая заражения коронавирусом. Один в Забайкале, другой в Тюменской области. Оба граждане Китая. Риска распространения нет, поскольку больные изолированы. Но профилактика усилена по всей стране. В первую очередь в аэропортах и пограничных пунктах пропуска. Жирайдат Халухоева, Магомед Дидигов, Новости 24.